имрӯз дар бораи Мадина Басаеваро кӣ зад, дар куҷо зад, мард зад ё ин ки зан, ҳамаашро аз даҳани худи Мадина мешунавем. Омода бошед, мегзарем ба видео. салому алайкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз дар бораи Мадина Басаеваро кӣ зад гуфтем, ҳамаашро интизор шудем ки Мадина худаш кай дар инстаграми худаш навор мекунад ки чӣ гап шуд. Мо ҳамаашро дидем, баромадем, барои ҳамин гуфтем ки ҳамаашро ҷамъ кунем, баъд пешкаши шумо кунем. Хуш, чӣ хел ки ба ҳамагон маълум аст, Мадина Басаеваро лату кӯб карданд. Рости ман дидам, якум бовар накардам ки мард задагӣ боша, барое ки рӯяш кандагӣ аст. Чӣ хел ки шумо медонед, занакҷанг хитон хайрша медонед. Дан метонистам ки мисол якум видеое ки дидам, якум мебаровардам, аммо ягон далел набуд ки мисол кӣ зад, мард зад ё ин ки зан. Барои ҳамин ман хостам ки аниқш кунем, баъд видео кунем. Мадина Басаева дар инстаграми худаш, аккаунти шахсии худаш видеои худашро паҳн кард ки дар сари ҳар як кас саволо омад ки Мадинаро бачаҳо лату кӯб карданд. Не дӯстони азиз, Мадинаро як зани русқатӣ гапошон мегреза. Ман видеоша мемонам. Мо интизор шудем ки Мадина Басаева кай ҳамин ҳодисаро худаш мефаҳмонад ва мо интизор шудем, баромад гирифтем ва инак пешкаш шумо мекунем видеоро то охирша тамошо кунед. Дар ин ҷо Мадина Басаева ҳамаашро фаҳмондагӣ аст чӣ хел шудагӣ аст ҳамин ҳодиса ва мегзарем ба қисми видеои Мадина Басаева. Всем привет! Мне сегодня намного лучше, чем последние 2 дня, и могу смело вам рассказать о том, что произошло и вообще, что со мной случилось и кто меня так исцарапал. Смотрите истории, потому что их будет несколько. В общем, как все это произошло? Я стояла на остановке, и подъехал автобус. Он остановился прямо перед моим носом. Я должна была зайти, но москвичке, как она себя так назвала, не понравилась моя внешность, походу. Я сказала походу, потому что я до сих пор не могу понять, какое из моих предположений самое верное. Так вот, второе предположение — это то, что она захотела зайти первой, и поэтому меня толкнула. Да, она меня сначала толкнула и хотела зайти. Но она не ожидала увидеть ответную реакцию на меня. И когда она меня толкнула, я также ее пихнула и сказала: «Хорош толкаться», и зашла в автобус. При всем уважении к ней, я ее не так сильно толкнула, я ее пихнула, потому что мне было неприятно, когда она начала толкаться. И дальше все равно я зашла первая. То есть мне это не понравилось, и я ее не пропустила. Все, на этом мы пока завершили. Я зашла, она зашла. И 2 раза мне по спине вот так вот сделала. Я поворачиваюсь, и тут начинается просто трэш. Она меня хватает за волосы и начинает царапать мне вот это вот. Мне было настолько больно, когда она меня схватила за волосы, что я толком ничего не смогла сделать. Успела вот правой рукой прикрыть эту часть лица, а левой рукой убирать ее руку от моих волос. Нас начала разъединять бабушка. Да, во всем автобусе была только бабушка, ее парень и еще какие-то 2 типа, которые вообще от жизни отстали, были какие-то непонятные чуваки, которые... Огромный респект бабушке, но, к сожалению, у нее ничего не вышло, только получила по лицу от этой вот девушки. Вот. И дальше... Кстати, относительно того чувака, с которым она зашла, видимо, это был ее парень, не знаю, но он тоже ничего не смог сделать, он просто стоял и смотрел на то, как меня пинают. Ну да, зачем ее защищать, это же все равно не моя... Это же все равно не моя баба, думал он, наверное, в голове. Пинает так пинает, царапает так царапает. Относительно того, что произошло потом. Бабушке было больно, бабушка вызвала ментов, они вышли на следующий... Она вышла на следующей остановке, потому что испугалась по ходу того звонка, который сделала бабушка, а бабушка вызвала ментов. И пока мы ехали, она никак неугомонно говорила такие фразы, как «Вы, блядь, понаехав». Я просто не понимаю эту логику. Она меня назвала понаехав,
подошедшей и сказала то, что мы борзые. При всем при этом она меня сама царапала, брала за волосы, пихала и толкнула. То есть, где логика? Я на тебя забила еще 2 дня тому назад. Мне больше всего обидно за то, что в столице России есть такие гнилые люди, как ты. Я думала, что межнациональную рознь в Москве их просто как минимум должно быть, потому что это столица, и вроде бы здесь культурные люди же. Как? Ну, походу, я Москву еще очень плохо знаю. Я тебе не понравилась только потому, что я не славянской внешности. Уж извиняюсь, я сама себя не создавала. И как бы это ни звучало, но это очень низко судить людей по их внешности. А еще, если так подумать, в быту очень много людей, которые хотят, например, работать в кафешках или в каких-нибудь заведениях. Я просто не раз сталкивалась, потому что мои знакомые очень часто приходят и говорят мне, рассказывают такие истории, как, меня не взяли на работу. Почему? Ну, потому что я азиатской внешности, а они азиатов не берут. А почему? Ты спрашивала? Ну, спрашивала. И что? Ну, потому что они боятся. Глупо судить людей по их внешности. Ну, очень глупо. Это просто каким тугодумом надо быть. Эту тему я не хочу вообще поднимать, потому что она очень спорная. Не буду даже ее касаться дальше. Не стоит забывать о таких словах, как человечность, доброта, совесть, уважение. Не думайте, что вы намного лучше, чем рядом проходящий с вами человек. Потому что все это может быть совсем иначе. И по одежке не судят людей. И по внешности тоже, как я сказала ранее. Спасибо вам за то, что уделили небольшое внимание. Всем спокойной ночи. بله دوستان عزیز، خیلی که میدونید تماشا کردید و فهمیدید که چی گذشته در همین حادثه، همه اشب فهمیدین. برای همین چی شدن در کار دوستان عزیز؟ انسان باید شیرین سخن باشد. خیلی که میگویند سخن شیرین ما رو از لانه‌اش بیرون میبرد. بله دوستان عزیز، انسان باید چیکار کند؟ هر یک جدا احتیاط کند و انسان همه جدا باید شیرین سخن باشد، نه اینکه با گپی دغلانه مثال رفتار کردن. برای همین مدینه بسایوا شاید یگان گپ خطا گفتگی، گپشون گرفتگی و زن روس مثال حمله کرده به مدینه بسایوا. خیلی که شما هم میدونید یک چند ماه پیش مدینه بسایوا یک ویدیو کرده بود که هممون ناراحت شده بودیم و ما حرکت کنیم که مثال همون شخص را اصلاح کنیم، خطاگی همون دختر رو، نه اینکه مثال گپای دغلانه حقارت کردن ای خیلیش میکنیم او خیلیش میکنیم. این در کار نیست دوستان عزیز. برای چی؟ برای اون که زن را اذیت کردن این حق یگان کس نیست. خطا کرد باید اصلاح کنیم دوستان عزیز. تنها دخترها نه، پسرها هم مثال خطاگی میکنند، دخترها هم خطایی میکنند. برای همین باید ما خودمون هم اصلاح کنیم یکم. بعداً شرط نیست گپای دغلانه رفتار کردن، ای خیلی او خیلی، مثال گپای دغلانه در کار نیست. هر یک انسان در زندگی خطا میکند. برای همین خطاییمون باید ما اصلاح کنیم و بعداً با دیگران سخن کنیم. خوش دوستان عزیز، ما همه چیز رو دیده میبرایم، بعداً ویدیو کرده در کانال میگذاریم. برای همین انتظار میشیم چیزی که برآمد انیقش پیشکش شما گردونیم و شما هم تماشا کنید از چیزی مثال راست، نه اینکه دروغ. برای همین انتظار شین، باز ویدیو رولیک های خوب پیشکش میکنم. دوستان عزیز، بسیارمون در خارج هستیم، در راه میگذاریم که یک نفر کیت میزند یا اینکه برقصدانه یگان کار میکند که مثال از دهن ما یگان حقارت سخت برآید و با آنها چی میشود؟ یک فایده میشود و میخیزین یک جای کش و چکنوب زن میشود. یک کس برای ما بدی کرد و ما برای آنها خوبی ما نشان دهیم که خودشون مثال ایزا میکشن با کاری کردگیشون. خیلی که میگویند سر خم را شمشیر نمیبرد. برای همین احتیاط کردن در کار و با سخن خوش رفتار کردن در کار و شیرین سخن باشیم. همین قدر بود دوستان عزیز ویدیوی ما. خودتون را احتیاط کنید دوستان عزیز، در ویدیو لایک کنید و در کانال ابونه شوید. ویدیو را پنگ کنید در ایمو، واتساپ و ادناکلاسنیکی باقی در پناه خداوند باشه.